Проблема с водой все чаще волнует жителей Грозного. Тревогу вызывает состояние водопроводных сетей. По словам специалистов, необходимо заменить трубы протяженностью в 1,5 километра, а это стоит огромных затрат и времени. В ситуации разбиралась Земфира Лулаева. Водопроводная станция под номером 9 была запущена в 2013 году. Однако, по словам специалистов, при установке были допущены ошибки, которые не позволяют жизненно важному объекту работать в полном объеме. По поручению руководства города специальная комиссия приступила к модернизации системы водоснабжения. Это позволит наладить бесперебойную подачу питьевой воды и сэкономить электроэнергию почти на 50%. Техническое задание мы подготовили на эту насосную станцию. Здесь отсутствуют два резервуара, которые были необходимы для тех насосов, которые были установлены раньше при закладке этой насосной станции. Но без резервуаров, естественно, эти насосы не могут работать. В 2015 году в 4 районах города коммунальщики проложили 40 километров нового водопровода. Но чтобы решить проблему изношенных сетей, необходимо еще 1500 километров. Вместе с обновлением коммунальной инфраструктуры повысится и качество воды. В Горводоканале обещают установить современную очистительную систему. Мы заложили в техническое задание по обеззараживанию питьевой воды. Потому что основной поток из Черноречского водозабора как раз принимает вот эта насосная станция. И реально установить ее здесь. Между тем, рабочие жалуются на участившиеся случаи краж крышек канализационных люков. Около 200 бесследно исчезло только в одном старопромысловском районе. В открытые ямы жители этажек зачастую сваливают мусор. Убедительная просьба населению. Это наш с вами общий дом. Все, что мы делаем, хорошее или плохое, это мы делаем сами себе. Просим население города Грозного не засорять наши канализационные колодцы. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что мы из колодцев достаем любой формат, любой вид мусора. В свою очередь, сознательные горожане закрывают открытые ямы подручными материалами, не дожидаясь коммунальщиков. Боятся за себя и за детей. Ведь падение в канализационный люк может привести к тяжелым травмам и даже несовместимым с жизнью. Земфира Лулаева, Расул Арцухаев, Дауд Куруев. Новости.